тех, кто на меня выходят, я им задаю этот вопрос. За меня что-то говорили? Не, за тебя не. То есть это, ну, мне же это самому интересно в первую очередь. И им прилетает за другое, но не за интервью. А что интервью? Ну, интервью. Ну, есть история Нужина, которого за интервью убили, собственно, поэтому А кто вам сказал, что его убили? видео было. А вы видели его? Да. И что на видео? Кувалда. Ну, кувалда есть. И дальше что? Смерть есть? То есть он жив. Не, мы же сейчас говорим про видео. Есть конкретная фраза Нужина о том, что я нахожусь в центре Киева. Меня выкрали, и потом кувалда. Да? Из этих всех слов сколько вранье? Я не знаю. Ну, мы же понимаем, что военнопленного украсть из тюрьмы невозможно. Ну, если бы это было возможно, то, наверное, воровали олигархов там, или других чуваков, которые сидят у нас в тюрьмах, правильно? Так. А тут кто-то, прилетел супер-вертолет и украл именно Нужина, чтобы потом его... А я задаю вопрос. Кто-то видел его смерть? Ну, кто-то, наверное, видел. Ну, вы видели? Я лично нет. Видите, вы уже не видели, хотя до этого ровно 3 минуты 40 секунд назад вы говорили, что вы видели видео, в котором его убили. Так. Сейчас мы уже пришли к тому, что его не убили. Вы лично считаете, что его никто не убивал, это видео подставное и интервью? У меня есть свои мысли на эту тему, зачем это было и что из этого планировалось сделать, Поделитесь. исходя из того, что я знаю. Этим видео какую достиг цель сам Женя, Евгений Пригожин? Он показал всем своим ЗК, которые воюют, что если вы не будете исполнять 3 простых правила, да. с вами будет как с ним. Моя мысль и версия заключается в том, что если бы не было самолетика с Пригожиным, он должен был, по моему задуму, потому что я бы сделал бы точно так же, я бы его вначале бы убил, в кавычках, а потом бы через какое-то время достал бы, например, на Новый год, на какой-нибудь яхте, в окружении кого-нибудь, с дорогим шампанским, там, каким-нибудь вискарем, и показал бы всем о том, что, вот, смотрите, вот Женя нужен, он живой. И что бы это дало? Это бы было макание всех, кто гнал на Пригожина. И это была бы красивая, четкая общая история. Не? Не знаю. Это нормальная вообще просто прикольная игра. Вначале убить, а потом оживить. И утереть нос всем. Кто его там оскорблял, рассказывал, короче, вот, без суда и следствия, короче. Понятно. Ничего. Не тот ответ, да? Ничего прикольного просто. Ладно, нет. А что мне надо было сказать? Нет, я как бы вспомнила этот случай в связи с тем, что мне было интересно, как-то отражается ли на военнопленных, которые возвращаются, ваше интервью. Мы же